Это интервью, и в нашей студии известный в Хакасии, далеко за ее пределами, маэстро Вячеслав Инкежейков. Вячеслав Геннадьевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у нас совсем вот скоро, накануне, главный праздник республики. Каким будет у нас концерт, что там планируется? В этом году очень красивый будет День Республики Хакасия. Вот всегда у нас традиционный такой праздник. В этом году нет форума, который обычно концерт завершает работу форума. А здесь вот прямо отдельно форума нет, но Виктор Михайлович принял решение, что День Республики должен красивый быть. Традиции нельзя ломать. И уже за 7 лет прошедших, сколько у нас было этих концертов, мы уже приучили и людей, и публика у нас приходит уже на концерт, как на праздник. Высокого искусства? Нет, да, вот в таком строгой одежде, как вот на настоящий концерт для... И как в оперу буквально, да, как на вечерний концерт. И Первомайская площадь становится таким концертным залом роскошным, который очень напоминает лучшие традиции европейских концертов ОПНР. И я очень счастлив, что у нас в Хакасии есть такая возможность, и что, опять же, руководство республики всегда поддерживает такие проекты, потому что они очень важны, зная, что во многих регионах жизнь совсем по-другому живет. И таких культурных событий вообще почти не бывает. Какие звезды будут выступать у нас? У нас целая галерея приезжает звезд. Я бы хотел сказать, что у нас в первую очередь приезжает наша землячка Анастасия Субракова. Она выдающийся музыкант, который завершает, так будем говорить, свое обучение в Швейцарии. Она училась в Абакане, потом в Санкт-Петербурге. Сейчас я очень счастлив, что у нее все складывается хорошо, и в Швейцарии есть возможность впитывать европейские традиции, умеет у нее навыки, как русская, советская скрипичная школа. И поэтому она прям такой очень разносторонний, очень думающий, интересный музыкант. И я надеюсь, что она будет и в дальнейшем к нам возвращаться с концертами, приезжать на родину. А кто из приглашенных? Из приглашенных звезд, да. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что вновь приедет Татьяна Павловская, она наш давний друг, она вот как первый концерт с Карреросом мы провели, она нас не бросает. Спасибо ей большое, потому что у нее тоже большая нагрузка и в Мариинском оперном театре, она много ездит и выступает не в Мариинском театре, много в Европе поет. И она все равно не изменяет традиции, всегда летом старается к нам приехать. Спасибо ей большое. Ее многие знают и любят. Также Юлия Маточкина полюбилась всем в прошлом году. Совершенно блистательное выступление. Она обладательница золотой медали на последнем конкурсе Чайковского, первое место. Совершенно уникальная творческая личность. И знаете, вот как бы счастье, наверное, абаканцев и гостей нашей столицы в том, что мы контактируем со звездой, которая на взлете. То есть не как уже обычно приезжают в такую даль, в Сибирь уже на угасании карьеры, а именно вот это будет, не знаю, по моему личному мнению, это вторая Нетребко. Ну, я могу ошибаться, но по уровню масштаба и по, так сказать, потенциалу это будет совершенно, наверное, нам в скором будущем недоступная звезда, но мы надеемся, что, может быть, она нас не забудет и будет иногда... Она нас полюбит тоже, да? Да, может быть, она, да, будет находить время в своем бешеном графике, чтобы все-таки заскакивать в Хакасию, потому что это огромное счастье, когда мы вот в полном расцвете сил, то есть в начале блистательной карьеры человек находится, и мы имеем возможность в этом вот состоянии слушать в Абакане. Это дорогого стоит, я вам скажу. Хотел бы тоже очень сказать, что у нас приезжает еще один очень тоже молодой, очень талантливый солист, тенор Георгий Васильев. Он тоже дирижер-хоровик по первой специальности, очень высококвалифицированный музыкант. Он с супругой приезжал к нам, пел. Огромное удовольствие с ним работать.
И мы счастливы, что вот он тоже, опять же, кое-как его из Латинской Америки вытащили, у него там огромный тур, и вот нашлось время, чтобы он мог приехать в Абакан, да, бросил свою Латинскую Америку. Правильно. Вот на время хотя бы, да. И я счастлив, что он у нас будет выступать. Также Владислав Косарев к нам приезжает, очень полюбившийся, то есть с феноменальным успехом прошли последние концерты. Вот у нас Нагорский, Минусинский, вот Юкрая и в Абакане прошли. Он чрезвычайно обаятельный. Опять же, хоровик-дирижер тоже, понимаете, это вот большого, дорогого стоит, потому что очень высокого уровня профессионалы. И он свое направление выбрал, то есть он как бы популярная музыка такая, советская песенная культура, зарубежная 20 века. Все-таки то, что вот уже временем как бы отмелось, и что осталось как действительно шедевр, я тоже считаю, что он правильно делает. В Москве вообще про него пишут, что это второй Магомаев, по сути, он собирает огромные залы светлановские в Доме музыки. Поэтому и вот человек приезжает всегда тоже с удовольствием, готовым к сотрудничеству. Я ему тоже очень благодарен. У нас он в этом году тоже приедет, я всех приглашаю. У нас интересная с ним будет программа зимой, посвященная романсам. И тоже и популярной музыке зарубежной. В этом году зимой, да? Да, зимой, да. Это замечательные будут концерты. Поэтому вот Вячеслав Праслов, я с ним познакомился в Новосибирске, когда учился у Арнольда Михайловича. Это дирижер, да. Он высочайшего уровня дирижер, профессионал, он преподает в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Он постоянно ездит с мастер-классами в Японии, в Америке бывает. И я очень рад, что вот он тоже смог вот посреди этих сессий, экзаменов вырваться к нам. У него после нас сразу он в Кемерово уезжает, у него концерт там буквально 5 числа июля. Поэтому тоже так бегом-бегом все. Ну, на самом деле высокие профессионалы, они все очень занятые люди. И всегда радость в том, что удается всех их собрать в определенное время, и что все успевают где-то графики свои состроить так, чтобы приехать в Абакан и порадовать наших зрителей. Поэтому я приглашаю всех любителей музыки. Будет прекрасный концерт. В этом году мы очень сбалансировали программу. Она такая выстроилась очень ровная. Естественно, вначале будет праздничный пролог, посвященный Дню Республики. Мы сыграем несколько произведений замечательного местного композитора Павла Михайловича Кима. Этот пролог будет театрализованный, он будет очень интересный, так что всем будет интересно. И потом будет замечательный концерт классической музыки, популярной классической музыки. И немножко будем, конечно, подарок для жителей, такие популярные какие-то произведения, которые они любят и ждут. Поэтому она выстроилась в этом году очень красиво. Одна из, мне кажется, лучших программ получилась за все годы эти. Поэтому я очень рад, что я имел тоже отношение к выстраиванию программы. Сколько по продолжительности представления будет? Около 2 часов будет концерт. Да, будет небольшой пролог, минут 7-10. Вот торжественный. Потом Виктор Михайлович приветственное слово скажет. И где-то 2 часа программы. И в конце замечательный праздничный салют. Спасибо большое, Вячеслав Геннадьевич. Я не буду больше отнимать у вас время. Спасибо вам. Приходите на концерт. Обязательно.